Эту улицу в 80-х прошлого века переименовали из железнодорожной в улицу 28-й Невельской дивизии. Но как 28-я Невельская стрелковая краснознаменная дивизия связана с историей нашего края, знают немногие. Я работал в Сусольском районе киномехаником. 21 июня я показывал кинофильм «Чапаев». 22 июня я выхожу из квартиры, и там люди собираются около сельсовета, а там на высоком столбе радио министр иностранных дел Вячеслав Молотов. Он начал говорить, что началась война. Иван Петрович Конюхов – один из немногих оставшихся в живых ветеранов. Воевал в той самой 28-й Невельской дивизии. Ветерану в этом году исполнилось 94. Но память фронтовика поражает. Все происходившее до войны и на войне с ним и его товарищами он помнит в мельчайших деталях. В декабре 41-го враг приближался к Москве. Иван Конюхов в Красную армию пошел добровольцем. Декабрь был снежным, вспоминает ветеран. 2 дня на повозках они добирались от Визинги до Айкина. Оттуда в телячьих вагонах до Котласа, Архангельской области. Именно там в декабре 41-го года стала формироваться 28-я стрелковая дивизия. Нас встретил большой духовой оркестр. Мы, конечно, были рады, мы же еще молодые были. Мне было тогда 20 лет только. Меня зачислили в 88-й стрелковый полк в качестве шагиста. Когда формирование стрелковой дивизии было завершено, в торжественной обстановке был оглашен приказ о присвоении дивизии номера 28-я стрелковая. Это был символический номер. Еще в годы гражданской войны так называлась прославленная дивизия, которой в те годы командовал легендарный герой гражданской войны Владимир Азин. Разумеется, командиры и политработники рассказывали новобранцам о боевых традициях этого славного соединения. Это должно было воодушевлять личный состав. 28-я горная стрелковая дивизия имени Серго Орджоникидзе. Как только за годы гражданской войны не называлась эта дивизия, называли ее железной, называли горной, называли азинской. Сам Вальдемар Азин был первым командиром. В 1920 году, когда дивизия принимает участие в боевых действиях на Кавказе, Азин попадает в плен белогвардейцам, где после жестоких пыток он был расстрелян. А дивизия себя азинцами называла еще некоторое время. После окончания гражданской войны дивизия была переименована в 28-ю горную стрелковую дивизию и переведена в Северокавказский военный округ. С началом Великой Отечественной войны летом 1941-го 28-я дивизия воевала на Юго-Западном фронте. Прославилась в боях за Киев, но была полностью уничтожена в сентябре 1941 года и 27 февраля расформирована. А это означает, что большая часть ее бойцов погибла, а ко всему прочему утрачено еще и дивизионное знамя. Второе формирование 28-й стрелковой дивизии относится уже к декабрю 1941 года. Оно длится достаточно долго, с декабря 1941 по апрель 1942 года. Напомним, в это время идет Московское сражение. Формирование дивизии происходит достаточно трудно, потому что основные силы были брошены под Москву. Формируется дивизия из жителей Архангельской, Вологодской, Кировской областей и жителей Коми Автономной Социалистической Республики. А медсанбат, то есть 134-й медицинский батальон, был полностью укомплектован из медсестер и врачей Коми АССР. Возглавлял медсанбат Иван Иванович Чебанов, известный у нас в республике хирург. Что касается
социального состава этой дивизии, то он был достаточно сложным. Вот тут вот возникают вопросы иногда. 1/3 в этой дивизии было солдат из Коми, или 2/3. Разница-то в том, что в одном случае, если мы говорим об 1/3, то мы, скорее всего, говорим о лицах Коми национальности, как бы мы сейчас сказали. А вот когда разговор идет о 2/3 солдат, то тут речь идет уже о территориальном принципе, то есть о Коми СССР. Ну, стоит отметить еще одну особенность этой дивизии, которая состояла в том, что около 30% личного состава бывшие заключенные ГУЛАГа, которые были лишены возможности выехать к себе на родину и попали в разряд так называемых спецпоселенцев, вольнопоселенцев, которые проживали на территории этих областей. Боеспособность, в общем-то, новых допризывников, она была достаточно слабой. И поэтому при формировании этой дивизии около 1000 фронтовиков, солдат и офицеров явились тем самым костяком, вокруг которого формирование боевого духа и боеспособности должно было подниматься. Порядка 3000 человек были коммунистами и комсомольцами, а общая численность дивизии была 12 000 человек. В апреле 1942 года дивизия отправляется на фронт, но уже под Ярославлем несет первые потери. 2 самолета прорвались к железнодорожному вокзалу, обстреляв эшелон. Появились первые раненые, несколько из них очень тяжело. В апреле дивизия прибыла к месту назначения и вошла в состав 3-й ударной армии Калининского фронта, заняв позиции пока во 2-м эшелоне. В подразделениях совершенствовалась боевая выучка личного состава. Недалеко от города Андреаполь нас выгрузили. Примерно это было 100 километров от фронта, но уже было слышно боевые действия на фронте. Стреляли, бомбили. Приблизительно 24 июля дивизия была брошена в 25 километрах от города Великие Луки. Здесь находилось несколько железнодорожных станций, которые были чрезвычайно важны. Это станция Ступино. Эти станции были важны для фашистов чрезвычайно, потому что именно через них шло соединение армий «Центр» и «Север». Участок, на котором дивизия приняла свое первое боевое крещение, был достаточно укрепленным Ступинским выступом, который перекрывал железную дорогу на Невель. В конце августа 28-я дивизия вступила в бой с противником на ближних подступах к городу Великие Луки. Приняв здесь боевое крещение в районе господствующей Ступинской высоты и Мартьяновского узла. На немецких картах эта высота именовалась как «Бастион» – крепость. Командование дивизии поставило задачу 88-му стрелковому полку овладеть высотой. Названная высота находилась в 25 километрах южнее Великих Луг. На участке обороны, занимаемом войсками Калининского фронта, эта высота считалась ключевой. Она прикрывала железную и шоссейные дороги, идущие на Великие Луки, Невель и Велиш. Высоту не раз пытались наши войска взять прямой атакой или обходным маневром, но все было безуспешно. Противник крепко держал оборону. Первоначально бои носили местный характер, но были достаточно тяжелыми. По воспоминаниям ветеранов этой дивизии, многие из них испытывали серьезный шок. Один из фельдшеров Санбатов вспоминает, что за день увозилось до 150 грузовиков с ранеными. Но даже если мы представим себе, что в каждый грузовик влезало хотя бы 10 человек раненых, то вот арифметические действия показывают, что потери действительно были очень серьезными. В ноябре 1942 года началась Великолукская операция, и перед дивизией как раз была поставлена очень серьезная задача взять Погонялинскую высоту и высоту 173,8. Немцы для того, чтобы эту высоту не отдавать, взорвали плотину на одном из искусственных озер, и вода хлынула в окопы. И поэтому воевать приходилось по колено, а иногда и по пояс в этой самой ледяной воде. Помним, что дело проходило в ноябре, в декабре. И вода была темно-красного цвета. Все это была кровь ребят наших, которые сражались в Великолукской операции. А медсестры 134-го санитарного батальона потом вспоминали, что никогда ранее таких страшных ран, как именно во время этой операции, они не видели. С большими потерями, используя силы штрафной роты,
из которой при штурме высоты из 300 человек в живых осталось только 6. Дивизия эту высоту захватила, и начались уже теперь тяжелые бои за вот эту самую Погонялинскую высоту. В ноябре 1942 года на высоте 178,3 у деревни Погонялина 26, а по некоторым данным 30 воинов отбивали многократные атаки превосходящих по численности немцев. Командовал ими Алексей Шутов. Он был родом из Кайгородского района. Когда положение стало безвыходным, командир принял решение вызвать огонь на себя. Кончались боеприпасы, у штаба дивизии пришел приказ удерживать эту высоту до подхода основных сил. Но основные силы подошли, когда 27 человек были мертвыми, и в живых остался только один. Напряженные бои развернулись за взятие города Великие Луки. В трудных для наступления условиях лесисто-болотистой местности наши войска прорвали оборону противника и окружили немецкую группировку. Перебросив на помощь окруженным несколько соединений, гитлеровцы предприняли попытку деблокировать окруженные в городе войска. 15 декабря 1942 года произошло первое в истории Великой Отечественной войны событие, попытка начать переговоры с немецким гарнизоном, находящимся в городе. И со стороны дивизии два парламентера, Михаил Шишкин и Иван Смирнов, были посланы на эти переговоры. В воспоминаниях есть, что комендант этого гарнизона предложил им сигареты, на что они сказали, что курят только свой русский табак. Пытались вести переговоры, им отказали. В воспоминаниях есть, что когда они уже стали подходить к своим окопам, по ним начали стрелять, но они успели. Переговоры успехом не увенчались, поэтому город Великие Луки был взят. Опять же, с достаточно тяжелыми боями. Бои продолжались целый месяц, но соединиться с окруженной группировкой противник так и не смог. 17 января 1943 года 7-тысячный гарнизон немецко-фашистских войск был разгромлен, и город Великие Луки после упорных уличных боев освобожден. Здесь в боях отличается, во-первых, 88-й стрелковый полк. И в этом полку воевали не только наши земляки, но воевали и штрафные батальоны. Ходили легенды о знаменитой роте Копылова. В роте Копылова воевал и наш земляк Григорий Асташов, устельмский парень. Он один из первых ворвался в немецкий дзот, нескольких офицеров уничтожил, а 20 человек взял в плен. Разоружив всех, он один сумел вернуться невредимым в часть, привезти ценные сведения, языков, и плюс еще подобрал и по пути оружие. За участие в освобождении города Великие Луки в числе других 28-я дивизия получила благодарность от Верховного Главнокомандующего, а 112-й артиллерийский полк дивизии был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Дивизия с этого времени стала именоваться Краснознаменной. Далее, по замыслу Ставки Верховного Главного Командования, войска 3-й и 4-й ударных армий должны были прорвать вражескую оборону и стремительным ударом захватить город Невель. Используя прилегающую к городу лесисто-болотистую местность с большим количеством озер, противник построил здесь сильную оборону. Чтобы остановить наступление наших войск, немецкое командование перебросило с других участков фронта в направлении Невеля пехотные части и одну танковую дивизию, а также авиацию. Развернулись упорные бои. Операция началась 6 октября 1943 года. Операция за город Невель. Готовилась она очень тщательно, тем более, что в это время шла подготовка еще и Курско-Белгородская операция, операция на Курской дуге. О тщательности подготовки говорит тот факт, что если Великолукская операция продолжалась несколько месяцев, то город Невель был освобожден всего за сутки, 6-7 октября. И уже 7 октября Москва салютовала освободителям Невеля 12 выстрелами из 124 орудий. Все боевые подразделения, принимающие участие в освобождении Невеля, получили название Невельской. Кроме 28-й, звание Невельской получили 21-я, 47-я, 360-я стрелковые дивизии.
Всего 12 войсковых соединений удостоились в тот день этого наименования. 10 октября Невельская наступательная операция закончилась. Советские войска сокрушили оборону противника в треугольнике Невель, Новосокольники, Великие Луки. Перерезали железную дорогу Дно-Витебск, связывавшую немецко-фашистские группы армий «Север» и «Центр». Создали условия для наступления на Полоцком и Витебском направлениях. Далее боевой путь идет к городу Полоцку. 28-я Невельская дивизия освобождает Белоруссию. В начале ноября 1943 года бывший Брянский фронт становится Прибалтийским. В его состав входит 3-я ударная армия и одна из прославленных дивизий – 28-я Невельская стрелковая дивизия. Это операция «Багратион». Там сильнейший был укрепленный узел. Немцы дрались ожесточенно. Но город Полоцк был взят. И наш ветеран Конюхов с честью носит различные юбилейные белорусские медали за освобождение Беларуси. Очень гордится ими. А потом дивизия входит в состав 1-го Прибалтийского фронта. Уже воюет в Прибалтике, начинает освобождать прибалтийские города. Начала готовиться Рижская операция по захвату города Рига. И перед дивизией была поставлена достаточно сложная задача перерезать железную дорогу Двинск, Рига, сейчас Двинск – это город Даугавпилс, и шоссейную дорогу, соединяющую Двинск и Ригу. Ценой огромных потерь задача была выполнена, но в результате этих тяжелых боев дивизия оказалась оторвана от основных сил ударной армии. Сами бои шли 4 дня, а еще в течение 5 дней дивизия, догоняя наступающие части своей армии, вынуждена была вести боевые действия в одиночку. При освобождении Прибалтики танки Красной армии ушли вперед. Пехота двигалась медленнее. Недалеко от Рижского залива на 88-й полк, вспоминает ветеран Иван Конюхов, немцы перебросили 3 дивизии. Солдаты попали в окружение. Мы круговую оборону приняли, оборонялись. У нас уже запасов ничего не было уже. Патронов уже не было. Только остались гранаты. Темно стало. И решили мы выходить по лесу гуськом. Раненых не оставили. Раненых мы с собой взяли. 88-го полка боевое знамя мы тоже выводили. Мы вышли 10 километров и попали своим. И у меня гармошка там осталась. И теперь все, я думаю, где же моя гармошка? Мы можем назвать сразу несколько городов в Прибалтике, где отличается 28-я стрелковая дивизия. Это Даугавпилс, Елгава, Добеле. Август 1944 года дивизия получает 3-ю благодарность Иосифа Виссарионовича Сталина и награждается орденом Красного Знамени. Вот так в апреле 1944 года дивизия становится 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизией. Во время войны Ивану Петровичу вручили 3 боевые награды. Первая – медаль за боевые заслуги. Вторую медаль за отвагу вручили в 1944 году за освобождение Белоруссии. Орден славы 3-й степени после освобождения Латвийской ССР. Ивана Конюхова, как лучшего связиста 88-го полка, из Прибалтики направляют на учебу в танковое училище в Горький, ныне Нижний Новгород. Там он и встретил День Победы. А его 28-я Невельская дивизия проходит через Курляндию. Это Восточная Германия. К апрелю 1945 года дивизию перебрасывают в Румынию, под Бухарест, где она и встречает День Победы. А в сентябре 1945 года дивизия была расформирована и перестала существовать. Сегодня в Национальном музее республики хранится копия знамени. Подлинник находится в Центральном музее вооруженных сил.
Здесь награды и письма бойцов 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии. Письма, которые являются не просто свидетельством боевого пути дивизии, но и очень приятно читать, что наши бойцы отличаются в боях, получают не просто почетные грамоты, благодарности, боевые награды. Множество наших бойцов были награждены орденом Красной Звезды. Это награда очень распространенная среди бойцов 28-й Невельской дивизии. Во время своих боевых походов фронтовики, конечно, писали письма своим родным и близким. Майор Анатолий Федорович Ракин был политработником по комсомольской работе в 28-й Невельской дивизии. Несмотря на военное время, он оставался человеком романтичным и отправлял своей жене стихи собственного сочинения и песни, которые слышал в окопах между сражениями. Он писал письма своей семье, причем понимая, что он не найдет свою супругу дома, не застанет дома. Он писал ей на райком партии, где Анисия Кирилловна работала. Он писал ей песни. Услышал песню «Отправляю тебе». Получая письмо, Анисия Кирилловна переписывала ее в свой песенник, начиная с 1942 года, песенник по 1945 год, как боевой путь 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии. Есть одно замечательное имя, которое мы не можем забыть. Это Иван Иванович Чебанов, главный хирург дивизии. Весь боевой путь прошел вместе с дивизией. Он сам с Орловской области, начинал работать в Коми СССР в Визинге, в районной больнице. Он женился до войны на своей коллеге и вернулся после войны сюда уже в Сыктывкар. Очень долго работал в республиканской больнице травматологом. На таких людях, собственно говоря, и держалась дивизия. Он даже во время операции даже ранение получил в руку. Видимо, и обстрел был, и бомбежка была. То есть ему тоже досталось. Безусловно, можно назвать много имен. Из 12 тысяч бойцов 28-й Невельской краснознаменной стрелковой домой вернулись только 1500 бойцов. Многие из них погибли и захоронены. Но по-прежнему остается немало без вести пропавших. Сергей Викторович Тоскаев возглавляет отряд наследия. Ежегодно вместе с ребятами гимназии искусств они ездят на поля боев и ведут поисковую работу. Вот и в этом году по солдатским смертным медальонам по подписанным вещам отряду удалось установить 7 имен воинов Великой Отечественной. Достаточно редкая находка для поисковиков, но самая такая, важная. Вот это и есть солдатский смертный медальон. Здесь находился формуляр. Я его, кстати, тоже вам покажу. Из него можно узнать имя солдата. В такой пленочке, видите, такой длины он. Видите, какой сохран. То есть практически без специального оборудования прочитать имя невозможно. Василий Матвеевич Ягненников, город Фрунзе, его имя увековечено в книге памяти. Сергей Викторович знает все или почти все о 28-й Невельской дивизии. Знает многих его участников. Здесь, в гимназии, они с ребятами организовали небольшой музей, проводят экскурсии и рассказывают о славном боевом пути 28-й Невельской дивизии. За каждым экспонатом реальный солдат, человеческая судьба. Вот еще одна очень уникальная вещь. Солдатская ложка. Самая необходимая вещь, да. Сапог ее, да, солдаты с ней и ночью, и днем не расставались. Потому что как без ложки? Никак. Мы обнаруживаем надпись чеканом выбитую Герасимов Сергей Геннадьевич. А поднял ее, вижу старый раскоп, да, балатина такая новгородская, да, на коленочке бродню натянул на коленочки, стал и давай там косточки вытаскивать. Что-то блеснуло. Я говорю, ложка. Сейчас великий друг интернет, объединенная база данных мемориал. В общем, я по военной географии установил, да. Личность, да. Но, к сожалению, мы не нашли родных. Очень многое связывает поисковый отряд с Советом ветеранов 28-й Невельской дивизии. 2 года назад в Сыктывкаре установили мемориальную доску воинам 28-й Невельской дивизии. Я посмотрел наши архивы, да. Я должен сказать, что
за последние годы, ну, по крайней мере, вот эти 3 года, проделана колоссальная работа с Советом ветеранов. Мы помогли издать воспоминания Конюхова Ивана Петровича. Вот такая книжечка с хорошим переплетом. Безусловно, это наша часовня, которую мы поставили в деревне Габово. Из этой деревни 24 воина ушли на фронт. Вот, и только 11 из них вернулись домой. Но родственники у нас оттуда, вот, по линии моей жены, значит, у нее все 5 дедов погибли. Вот, и 3 воинов воевали в нашей дивизии. Вот, и мы с Петровичем решили, что надо поставить часовню, потому что нет ни памятника, ни мемориальной доски. Вот, и сейчас вот эта деревенька под сенью креста. 28-ю Невельскую краснознаменную стрелковую в литературе часто называют коми-дивизией. На треть она была укомплектована солдатами и офицерами из коми. В годы Великой Отечественной войны она принимала участие в большинстве значимых сражений. Иван Петрович Конюхов издал несколько книг. «Бой ведет Невельская», «По зову Родины», «Воспоминания о войне», о боевых товарищах. В своих изданиях он рассказывает о своем фронтовом пути, о судьбе своих товарищей. Всего около 100 бойцов 28-й Невельской стрелковой дивизии в 1945-м вернулись в республику с фронта. С каждым годом остается все меньше участников Великой Отечественной. Сегодня из бойцов 28-й Невельской стрелковой дивизии в живых остался только один Иван Петрович Конюхов. И, как говорит сам ветеран, он до конца своих дней будет вспоминать и рассказывать потомкам о тех страшных днях войны и о подвигах своих боевых товарищей.